В этом году в соревнованиях приняли участие все 17 дошкольных учреждений Сибая. Детский фестиваль спорта ежегодно проходит в 3 этапа. Первый из них проводится в самом детском саду. Затем самые ловкие, быстрые и сильные становятся участниками полуфинала. По его итогам уже на финальные соревнования вышли 6 команд. Спортсмены детских дошкольных учреждений Аленушка, Акбузат, Березка, Солнышко, Сулпылар и Курай. Участников детского фестиваля спорта поприветствовали начальник отдела образования Гаес Хасанов и председатель спорткомитета Радик Габитов. От всей души я поздравляю вас, что вы смогли преодолеть отборочный тур и выйти в финал. Вы уже победители здесь все. Хочу пожелать вам удачи, успеха, ну и, конечно же, чтобы каждый из вас внес частичку в вашу победу. На соревнованиях все происходило так же, как и во всех состязаниях для взрослых. Поднятие капитанами команд российского флага, разминка в виде веселой гимнастики. Сам турнир прошел в дружественной и теплой атмосфере. Юные спортсмены с особым азартом и олимпийским рвением принимали участие в эстафетах. Ребята, несмотря на свой маленький возраст, хорошо понимают важность спорта в жизни человека. Мы с Березки. Что вы сегодня будете делать? Участвовать в Олимпиаде. В садике занимаетесь спортом? Да. Что вы делаете? Ну, мы бегаем пока там. Бегаем там, ленточки берем. Мы вокруг с мячиками вокруг этого. Мячики кидаем. А для чего это нужно спортом заниматься? Кто скажет? Чтобы быстро бегать. Чтобы здоровье было хорошее. Для воспитанников детских садов было подготовлено 5 видов испытаний. По итогам соревнования победителями детского фестиваля спорта стали команды детских садов «Березка» и «Солнышко». Второе место поделили между собой воспитанники Аленушки и Курая, третье место у Акбузата и Сулпылар. Участники соревнований, а также их физинструкторы награждены кубками, медалями, почетными грамотами и подарками. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.